Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Под председательством премьер-министра Валерия Абганба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного партийного и государственного деятеля, первого секретаря Абхазского обкома партии, председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутата Верховного Совета СССР Валериана Кобахи. Соответствующее распоряжение подписал президент Рауль Хаджимба. Делегация из Абхазии принимает участие в работе 5-го юбилейного Ялтинского международного экономического форума «Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность», который проходит в эти дни в Крыму. Республику Абхазия на форуме представляет министр иностранных дел Даур Кови, министр экономики Адгур Арзанба и депутаты Народного собрания. Программа 5-го юбилейного Ялтинского международного экономического форума предусматривает конференцию, посвященную российско-американским отношениям, более 65 деловых мероприятий, около 58 профильных сессий. В форуме принимают участие около 3000 участников из 100 стран мира. В рамках форума состоялась встреча Адгура Арзанба и Даура Кови с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Крым готов работать над развитием проектов по различным сферам, в частности в направлении укрепления двусторонних отношений. Для этого между республиками есть множество точек соприкосновения, подчеркнул Сергей Аксенов, приветствуя представителей Абхазии. Министр экономики Адгур Арзанба отметил, что между республиками активно развиваются торгово-экономические отношения. В частности, Абхазия поставляет в Крым инертные материалы для строительства автодороги Таврида. На встрече стороны обсудили перспективы увеличения объемов импорта инертных материалов. Конституционный суд Абхазии принял заключение по предложению группы депутатов об упразднении должности вице-президента республики. Текст заключения опубликован на официальном сайте Конституционного суда. 13 марта в Конституционный суд поступило предложение от 1/3 из общего числа депутатов Народного собрания для внесения поправок в Конституцию Абхазии, а именно упразднении должности вице-президента республики. Предложение об упразднении должности вице-президента вступает в противоречие с принципом самостоятельности ветвей власти, так как вторгается в область конституционных полномочий всенародно избранных президента и вице-президента, говорится в сообщении. Конституционный суд отмечает, что должность вице-президента создает в обществе политический и общественный консенсус и является серьезным фактором национального согласия, объединения интересов и устремлений. Вместе с тем, Конституционный суд не отрицает саму постановку вопроса о сохранении либо упразднении поста вице-президента, однако считает конституционным, законным способом решения этого вопроса путем проведения всенародного голосования референдума. Между Министерством по репатриации и Министерством образования и науки Республики Абхазия подписано соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители министерств Бесландбар и Адгур Коба. Что предполагает соглашение и какие мероприятия будут проводиться в его рамках, расскажет Саид Джарсалия. Договор о сотрудничестве двух ведомств, подписанный руководителями министерств по репатриации и образования, предусматривает в частности взаимодействие в вопросе обучения репатриантов абхазскому языку с помощью новых методик. Соглашение направлено на реализацию государственной политики Республики Абхазия в сфере репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, на историческую родину. На практике мы убедились в том, что обучение государственному языку, абхазскому языку, без конкретной поддержки Министерства образования и науки Республики Абхазия, только силами Министерства по репатриации уже невозможно, потому что ареал изучения абхазского языка расширяется, нужны учителя с новыми методиками. Мы пришли к такому выводу, что здесь необходима мощная поддержка Министерства образования и науки. В рамках подписанного соглашения Министерство образования и науки предоставит репатриантам возможность на бюджетной основе получить образование в дошкольных, общеобразовательных, средних специальных учебных заведениях республики. Репатрианты также смогут получить бесплатное образование в высших образовательных учреждениях страны на конкурсной основе. Также им будут выделяться квоты в оздоровительно-образовательные детские лагеря. В соглашении очень много таких важных моментов, важных пунктов, таких как приглашение молодежи из числа диаспоры в Абхазию. Таких и сегодня немало, вы знаете прекрасно. Возникали много вопросов, связанных с
освоением учебной программы, которая отличается намного от программы образования Турецкой Республики. И многие такие вот сложные вопросы, благодаря соглашению, я надеюсь, что мы в ближайшее время уже будем снимать. Соглашение также предполагает организацию совместных научно-практических конференций, вечеров, семинаров и научных исследований по изучению истории абхазской диаспоры и абхазского этноса. Кроме того, два ведомства будут совместно издавать научную литературу, посвященную этнокультурной истории абхазов, абазин и убыхов. Саиджи Арсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы безопасности Абхазии совместно с военнослужащими погрануправления ФСБ обнаружили в Гулрыбском и Ткварчалском районах схроны боеприпасов, сообщает СГБ Абхазии. В схроне находились авиационная ракета «Нурс» и боевые заряды к ней, противотанковая мина и заряды гранатомета. Боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Министерство внутренних дел республики продолжает прием документов юношей, кандидатов для поступления в вузы МВД Российской Федерации и учебный центр МВД Абхазии. Набор осуществляется в следующие вузы: Нижегородскую академию МВД на специальности правовое обеспечение национальной безопасности и экономическая безопасность, Краснодарский университет МВД, Волгоградскую академию МВД, Орловский юридический институт МВД по направлению юриспруденция, Воронежский институт МВД по специальностям компьютерная безопасность, информационная безопасность телекоммуникационных систем и специальные радиотехнические системы. Прием документов осуществляется до 1 мая 2019 года кадровыми службами при городских управлениях и районных отделах внутренних дел по месту постоянной регистрации. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка, посвященная Международному дню защиты памятников и исторических мест. Большую часть экспозиции представляют работы из собрания Национальной картинной галереи, живописные полотна с изображениями архитектурных памятников разного периода, а также архивные и современные фотографии наиболее известных зданий, макеты древних храмов. На открытии выставки побывали и наши корреспонденты. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Вот уже на протяжении 35 лет во всем мире 18 апреля отмечается День памятников и достопримечательных мест. В этот день организовываются выставки, проводятся экскурсии, открываются двери исторических зданий и архитектурных комплексов. Обратить внимание людей на проблемы сохранения и защиты культурного наследия – главная цель всех этих мероприятий. Международный день памятников был учрежден Центром культурного наследия, действующим при ЮНЕСКО в 1983 году по инициативе Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест. В этом году в Абхазии также организована выставка, приуроченная к этому дню. Мысль была такая, что именно памятники культуры притягивали многих путешественников, художников, писателей, историков, исследователей в Абхазию. Что это, конечно, прежде всего и огромное богатство, и огромная ответственность их сохранить. И мы очень надеемся, что человек, который сегодня придет на выставку, наверное, он не увидит что-то новое. Эти памятники и музейные артефакты ему очень хорошо знакомы. Но суть самой выставки заключается в том, чтобы остановиться, задуматься и приложить все возможные усилия, чтобы сохранить эту память. Наша страна имеет богатейшую историю и уникальное культурное наследие. На территории Абхазии насчитывается огромное количество памятников и исторических мест, многие из которых известны во всем мире и посещаются туристами. На выставке, открывшейся в Центральном выставочном зале республики, представлены работы абхазских художников из собрания Национальной картинной галереи, на которых изображены древние культовые сооружения христианского времени, архивные фотографии, макеты зданий, дольмены. Отрадно отметить, что выставку посетило немало молодежи. Студент Даниил Джинджоли считает, что такие мероприятия необходимо проводить чаще. Если человек не знает свою историю, у него нет своего будущего, такие выставки, наверное, почаще надо делать, все больше новые экспонаты показывать, объяснять, что это, к чему относится, к какому периоду, экскурсии какие-то проводить по историческим местам, это все важно.
Во всем мире проблема сохранения историко-культурного наследия приобрела особую актуальность. Примером этому послужило событие, потрясшее весь мир. Пожар, из-за которого пострадал один из древнейших культурных памятников – собор Парижской Богоматери. То, что вы видите материалы, вот здесь прорисовки, рисунки исчезающей красоты Абхазии. Вы все знаете, что буквально позавчера мы все были потрясены тем, что горел один из главных соборов Европы и всемирного наследия Нотр-Дам-де-Пари. Мы все были потрясены. И в связи с этим еще раз задумались о нашем наследии, что мы делаем с ним, как его сохранить. Он продемонстрировал нам хрупкость культурного наследия, зависимость от нас, от нашего настроения, от наших рук, от наших денег, нашего отношения к нему. Такие выставки дают возможность не только ознакомиться с уникальными историческими памятниками культуры, но и воспитывают в молодежи чувство ответственности. Ведь если не беречь эти объекты, то они останутся только на фотографиях и полотнах художников. Гугуца Варданя, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 19 апреля в Сухуме в представительстве Россотрудничества состоится первая в этом году встреча с участниками проекта «Школа молодого лидера», которая будет посвящена подведению итогов 2018 года, а также ознаменует начало цикла молодежных мероприятий в этом сезоне, сообщает пресс-служба Россотрудничества в Абхазии. «Школа молодого лидера» – это коммуникационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадка для молодежи Республики Абхазия. Присоединиться к проекту может любой желающий в возрасте от 15 до 35 лет. Национальная библиотека Республики Абхазия имени Ивана Папаскир проводит 22 апреля уже ставший традиционным фестиваль чтения «Библия. Ночь». Впервые данная акция была инициирована Российским библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры в 2012 году. 3 года назад к ней присоединилась и Абхазия. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. В прошлом году «Библия. Ночь» собрала в стенах Национальной библиотеки 4000 человек и стала настоящим праздником для всех посетителей. Сотрудники главного книгохранилища страны и на этот раз подготовили интересную и насыщенную программу. На этажах библиотеки будут организованы 4 площадки: ярмарка продаж, волшебный мир сцены, обитель творчества и Библия Сумерки, страсти по театру. Запланированы выступления детских театральных студий, ансамблей, различные игры, викторины, мастер-классы. Национальная библиотека имени Ивана Папаскира откроет свои двери для всех желающих 22 апреля в 16 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, утром и вечером дождь. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью 4-9, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.